Да, мам. Да, привет. Да, все нормально. Мам, не могу. Мам, ты всегда звонишь тогда, когда я занят. Не могу я. Ну, спроси младшего. Мам, один чертов дом ничего не делает. Сидит свои гонки гоняет. Мам, я занят. Все, давай, пока. Давай, пока. Алло, привет. Что делаешь? Не, у меня вообще все в шоколаде. Да. В IT-отдел технопарка взяли? Да. Окей, сегодня вечером посидим, покумекаем. Да. Давай, пока. Давай, пока. А вы, оказывается, счастливчик. А про работу? Ну да, было это несложно. 13 человек подали свое резюме, и из 13 только мое прошло. Я не это имел в виду. В смысле? А что тогда? Твоя мать звонит тебе. Знаешь, что это значит, когда твоя мать звонит тебе? Если бы я мог увидеть свою маму хотя бы на несколько секунд. Или просто услышать ее голос. Я бы не клал трубку. Я бы позволил говорить ей часами. Тебе трудно осознать, что я чувствую сейчас. Но рано или поздно тебе это время покажется как один миг. Вот тогда ты и поймешь, что я имею в виду. И твоя новая работа не будет тебе приносить столько радости, как сейчас. Во всем будет привкус горечи. Хочешь, покажу, как написано у меня мама в телефоне? Ее уже нет в живых 5 лет. А ее номер до сих пор в телефоне самый первый в списке. Я не могу и не хочу удалить ее номер. Мне кажется, что она вот позвонит, и я скажу ей те слова, которые не успел сказать. Поэтому мой тебе совет. Цени то счастье, которое у тебя есть. У меня одна из дверей рая уже закрылась. Поэтому будь у этой двери, пока она открыта. И пусть Аллах даст твоей маме долгих лет жизни. Алло, мам. Привет. Да, у меня все хорошо. Извини, что не поговорил с тобой сразу. Да. Меня взяли на работу.